Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Я сегодня на самой окраине села Нившира. Уже здесь последний дом стоит, недостроенный тоже. Опять вышли с Айдой. Посмотреть на речку. Сегодня 1 мая. 1 мая, и на улице уже тепло на сегодняшний день, пока ветра нету. Вот поле, и в каком состоянии. Возле леса там на полях еще снег лежит, а основное уже начинает таять. И тут уже последние дома. Вот, без заборов, без ничего, все заброшено даже. Кривые дома, всякие разные даже. Не знаю, чей дом там. Здесь точно никто не живет. Я сюда мало когда прихожу, когда в детстве еще школьниками были, гуляли, гоняли тут. Тут недалеко уже, как бы отсюда все видно, река. И место такое красивое. Я в прошлом году тоже здесь снимал видео. Видео называется «Вербное воскресенье». И можно сравнить. Вот я как бы выкладывал тот же день, наверное, когда снимал. И на сегодняшний день разница какая. Сегодня 1 мая. И потихоньку лед идет, да. Ледоход есть. Неописуемая красота такая тут вообще. И здесь обычно пикник. Пикник здесь. Гуляют люди, отдыхают. Здесь место для костра, сидения. Сел и смотри, сколько тебе влезет. Где? А уже открытие охоты вчера было. Вчера 30 апреля охоту открыли. И я пока никуда не ходил. Ну, все в снегу еще. И если посмотреть, вот на повороте еще лед стоит, затор там. Вон там затор. Кто следит за моими видео, я вот там ходил, вон там будка сторожевая. Там, короче, сторож сейчас сидит, чтобы люди не заходили. Там озеро, и арендовали это озеро, и как бы туда, чтобы люди не заходили на лодках, не рыбачили. Вот тут тоже местный, наверное, хочет посмотреть речку. Вон иди, Айда. Фу. Тут Саша был по-английски. Тишина сегодня, да? Лань. Опять похолодание, да? Через пару дней, наверное. Вон, смотри, лед. Пласт льда. Потихоньку плывет. А там крепкий затор, да? Вон, смотри, стреляют. В Алексеевске или у Водьевома стреляют. Значит, утки... вон они, утки-то летят. Аджан, вон, 2 штуки. Блин, на камеру не знаю, где он. Я на камеру не вижу их. Все, я потерял вообще их. Я не знаю. На болото полетели. Высоко на речке всегда так высоко летают они.
Без ружья всегда так. Когда ружья нету, и утки море. С ружьем иногда бывает, за целый день никого не увидишь. А, тоже радуется, блин. Пустили его, на ее. А где гуси-то? Гуси? Да, вчера открыли, а гусей-то нету, не видать. Гуси-лебеди. Вот тут, смотрите, такая гора, вон, высота, не знаю, деревья, вон, растут такие. И рост где-то метров 20, наверное, высотой, вот эти деревья. И гора где-то вот такой высоты, наверное, здесь. Не меньше. И круто вообще, круто смотрится. Я еще, наверное, здесь немножко... Вот опять стреляют там сверху по течению там выше. Наверное, здесь я спущусь и возле речки там по берегу еще до лодки схожу, поснимаю. А вот здесь вот такой обзор. Такой обзор тут. Красиво, красота. Охотники стреляют. Даже 2 уток пока видели. Заторы везде, на каждом повороте. Но можно сказать, ледоход начался уже. Начался уже и вчера, движение было, и сегодня уже тоже идет. Чуть-чуть не хватает воды, где-то метр. Метр еще, и если поднимется, лед уйдет моментально за пару дней. А можно сказать, уже ледоход начался. В прошлом году в середине апреля лед ушел, а в этом году вот считай 1 мая. 30 апреля, 1 мая. Первые дни, когда лед начинает идти вообще, ледоход. И вот такой еще так выглядит окраина села. Тут уже все. Здесь уже поля колхозные поля, снег лежит, птицы поют. Вообще здорово. Но эта погода, она сейчас уже скоро испортится. Там передают, что будут дожди, и дальше еще заморозки идут. Так что резко потепление еще не видать, смотрю. За ночь я смотрю, вот тут тоже лед, заморозки. И сегодня ночью было. Все во льду такой, где-то несколько миллиметров, наверное. Лед ночной. Ну, сейчас уже поздно, чтобы уток наблюдать уже. Сейчас уже поздно. Сейчас уже, чтобы увидеть утки, надо встать где-то в 1 часу уже ночью, чтобы ты был возле речки, там стоял. Там уже перелет вот тогда есть. Или когда уже массовый перелет, когда круглые сутки утки летят. Но это 8 и 9 мая. Там уже целый день они летят. Бесконечно стреляют. Там где-то, там тоже речка, вон. Там вообще тоже уже все открыто. И там еще выше поворот. Я зимой обычно рыбачил там. Мыков ловил. Там тоже крутой поворот. И я уверен, там тоже лед стоит. Ну что ж, поснимали. Подышали свежим воздухом. Сейчас потихоньку спустимся и пойдем возле речки по берегу там. Там еще поснимаем.
Здесь и будем спускаться. Но берег, конечно, крутой тут. Еще очередные выстрелы, 2 выстрела. Кого там стреляют? Вчера вот не за хлебом, а в магазин где-то после 8, наверное, я сходил. И когда поднимался там, не поднимался, а когда шел по дороге, там гуси на полях, там штук 30-40, наверное, кружили там вообще. Но что-то они кого-то, наверное, испугались и не решились садиться. И обратно куда-то улетели. Вон будка, о чем я говорил, там сторож уже, видели? Сторож уже там стоит, сидит. Так что уже там туда не пойдешь, там запретная зона. Ну как запретная? Можно ходить, там что ты хоть что делай, но рыбу на озере нельзя ловить. Все, начали спускаться. Спустимся к речке. Блин, осторожно, надо вот. И где-то градусов на 45 даже тут. Но это братишки, наверное, подранка стреляют. Это подранка. На речке выстрелишь 1 патрон, утка упадет. Может, с первого выстрела подранишь. И придется еще тебе 10 патронов. Или больше, может, потратить, чтобы добить эту утку. Невыгодно на речке стоять. Или уже стрелять наверняка с чучелами там, когда утки поближе сядут там. А в лед утки много уток теряешь, когда в лед стреляешь. Все в снегу еще, везде снег лежит. И вот тут сено и там гора, с горы спустили, это дети, наверное, ребята, спустили сено. Интересно, там толкнули и, наверное, смотрят, как катится это сено. Так, где идти да дальше? Везде снег лежит. Ух, блять, провалишься там. Где ручьи текут, вот там мягкое место. Глубокий вон ручей. Я вам скажу, здесь, конечно, наклон. И высота горы. Серьезно. Помнится, в один прекрасный день вот эти деревья там наверху были. И я не знаю, из-за дождливой погоды или я не знаю, вот эта гора вот здесь, вот этот холмик, все спустилось там, ушла вообще земля. Опа. И все внизу сейчас уже. Там заборы были и все ушло вниз. Мало воды, из-за этого и лед стоит там, блядь. Не может уплыть. Он стоит. Да. Пока лед стоит, но все равно ледоход, можно сказать, начался. Угу. Вот возле берега и пойдем. Возле речки-то есть. По берегу возле речки.
тоже уже затор снизу, где остров, где я обычно снимаю, там тоже уже затор. Я думал, сегодня удастся заснять полный ледоход, а видишь, пока кусками идет лед, основное все еще стоит. Но скоро, сегодня или завтра, все равно уже пойдет, куда он денется. Его время пришло. Да, мало уток. Обычно, когда уже утки летают, так можно увидеть. А сейчас только, наверное, ночью. Вот и надо уже начинать на охоту ходить тоже, посмотреть, что творится. Сперва на болото сходить, там посидеть, посмотреть, вода есть или нету. Вон эта гора, о чем я говорил, и вот видели там жилой дом, и как красиво вот весной наблюдать ледоход и вообще все. И там еще вот новый дом строят, тоже дом строится, там черепицы уже, кровля из черепицы. А тут квадроцикл, наверное, где-то. Но вон что-то какая-то техника. Вездеход. Местные на вездеходе приехали. Так. Вот моторная лодка, моторка, все на месте. Сейчас вроде время такое, от 90-е мы такое время было, ничего не оставляли. Все крали друг у друга вообще. Кто что успевал. Даже мыло в бане крали, все крали. А сейчас вот как-то у всех вроде все есть в селе. И даже оставляют моторку на лодках всю ночь, все лето, как и раньше было до 90-х. Какая-то китайская моторка, наверное. Там тоже моторка, везде, короче. В 90-е один раз тоже был случай. Моторка так наставили моторку. И моторка там с крышкой там висит на лодке. А хозяин пришел, открыл крышку, а там самого мотора нету, двигателя. Двигатель открутили, украли, а крышку оставили. Вот так. Это что за лодка такая странная. У нас в селе такого не делают. В принципе, красивая, так аккуратно все красиво, но здесь вот, куда моторку, где моторка стоит, там что-то по-другому все сделано. И наклон такой крутой тоже, угол-то есть, угол крутой и поуже. Задняя сторона лодки уже обычно у нас так не делают вообще. Или может, да, кто его знает. В этой жизни все может быть. Так. Здесь металлолом. Здесь лежит металлолом, смотрю. Здесь такими лодками раньше
возили сено. Сенокос там, у кого сенокос. На том берегу обычно. Да и на технике не подъехать. Вот на таких лодках и перевозили сено. На моторке возили, потом на тракторе эту лодку поднимали. Или же вручную все как бы на веревках привязывают, сено такие комки делают и ну, вездеходы. Так, вон они. Тоже вот им интересно, видимо, смотрят. Перекурить пришли. Ну, рискоси чуть-чуть не хватает, далеко они стоят. Трое. Угу. Трое на вездеходе. Везде собаки. Везде собаки, не знаю, съедят, нет меня. Вот тут тоже, даже ветерок тут. На ветерке сейчас редко кого увидишь. Все обычно на марках сейчас ездят. Оба! Тонешь тут. Провалился немножко тут я. Такая прогулка у нас получается по берегу, возле речки. И ветра нет, вообще классная погода. Первые цветы, вон я увидел. Первые цветы. Сорняки эти. Да, снова первый раз их увидишь. Так приятно смотреть. А когда летом они на огороде, когда картошку посадишь, и там эти сорняки. И целый день приходится их убирать. Вот смотрите, сколько лодок тут. Охотники пока дома все. Охотники все дома. Пока ехать невозможно. Везде стоит лед. Вон, кругом лодки. Десятки штук их. И все уже наготове. Казанки. На таких казанках обычно только весной ездят. Ниже по течению тоже шмаляют, стреляют. Завтра надо на охоту сходить. Обязательно. А вот красная лодка. Позавчера, наверное, я снимал, выкладывал видео. Вот там гора. Вот с той горы я и снимал, вон там, оттуда. Вот. Вон оттуда, вон. Вот сооружение школьников. И вот лодка. Я думал на льду. Эта лодка, она, оказывается, он на железном верстаке. Видели, как четко придумано и не ржавеет, ничего. И как бы не гниет, я хотел сказать. Не гниет. Молодец, кто придумал. Вообще круто. Пару фотографий нам еще сделать. Ну отсюда еще я пока не снимал наше село. Когда на Буране только езжу. Вот так выглядит самая окраина уже, верхняя сторона по течению. Ну, сверху по течению, если по реке подниматься. То же самое, много заброшенных домов уже, хозяев нету. Заборы все гнилые везде. Здесь тоже хозяина нету. Не знаю, кто-то наследник есть, нету, а сам хозяин уже давно уже умер. Вот сколько уже я хожу, и только вот 2 утки вот пролетели, 2 штуки я видел, и все. Айда кытчана буран.
Вон внизу вообще стреляют. Это вроде как на Лымве или на болоте, вот, куда я собираюсь ходить. Может быть на Лымве, там тоже уже река Лымва. Надеюсь, слышно. И все равно инстинкт охотника вот сразу внутри у меня просыпается, блин, хочется сразу. О, серьезно. Эй, молодой. Айда. Пугаешь, подходишь. Ну, все, мам. А тут тоже вон сколько лодок. Море охотников у нас, рыбаков. Тоже ветерок. И это какая-то каракатица. Это, наверное, лодку укоротили, такой нос у лодки получился. Интересный. Но лодку укоротили. Задней и передней части. Powerbank не взял, не знаю. Это уже на болоте, считай. Стреляют. Powerbank не взял. И не знаю, как там съемка у меня дальше получится. Нет, я смотрю вообще вот. Ой, бля. Аккумулятор у видеокамеры где-то хватает, наверное, максимум на час съемки вообще. Если уже так экономно. Утонешь, блин, туда зашла она. Хочется купаться ей, смотри. Давай, купайся вон, смотри. Айда, холодно. Потихоньку лед идет. И назову, наверное, этот фильм «Ледоход». «Ледоход 2017». И вот остров наш. И там еще затор. Ну, сейчас я скоро уже там буду. Вот здесь тоже. Везде кругом лодки. Вот и наш остров. И вот затор такой получился тут. Лед стоит. Не может уплыть отсюда. Не может. Так и гниет, потихоньку гниет. Вон наша школа. Я обычно там, на этом месте и каждый день по несколько раз прихожу туда и смотрю состояние реки, там сколько воды, сколько, как лед идет. Еще метра 3, наверное, воды не хватает до весеннего уровня. Вот здесь должна быть вода. Этот берег должен быть в воде. Некоторые ждут воду, а некоторые наоборот, чтобы воды меньше было. Из-за того, что затопляет там, в дома заходит. Кулики летают. Прошлогодние коряга лежат. Ну да, минимум 3 метра воды еще до уровня весенней не хватает. Даже может больше, чуть-чуть 3 метров еще надо. Смотрите, какие пласты. Потихоньку так мелкими кусками и лед идет. Течет, ради моя.
Каждый год эта вода, река, забирает человека. Почти каждый год. Вообще страшное дело вода. Непрерывно стреляют. Непрерывно. Я вам скажу. Здесь уток вообще нету, а пониже и повыше по течению везде кругом стреляют. За 1,5 часа на ходьбы нашей прогулки ни одного гуся не прилетело. И необычно в это время, когда уже полностью расцветает, перелеты начинаются их не. Пока нету их. Может и не будет. Гуси в стороне от нас. Где-то в стороне обычно летят. Не знаю, с вечера на охоту идти или ночью. Как быть, пока ничего не знаю. Калиброванные бревна или нет? Вон как аккуратно сейчас построили такой маленький домик. Вот и все, мы уже почти возле нашей лодки. Вот остров стопорит, тут тоже не может лед идти. Остров еще виден из этого. Лодка высоко еще. Все нормально. Ну, вода прибывает. Позавчера вот я приходил сюда. И позавчера приходили, наверное, где-то полметра, наверное, пришла вода. Так. Ну все, мы на месте. Вот наша лодка. Блин, где же она? Вот наша лодка. Еще до лодки где-то сантиметров 40. И нам придется вот переплыть эту реку. Вот на болоте стреляет еще. И переплыть. Ну, переплывем эту реку. И пешком надо где-то час ходьбы от села. Еще час. Надо идти до места охоты. Кыты? Нюрыд? Njurit kyllä. Meidän näsiläs, no täällä on saanut jyk. No te pöris niin. Te pöris niin, уже вири должен ветел tänään. Kas jään võis nii? Kupatsi nii? Kupatsi eest. Утка я сыд, вон утки. Вот, блядь. Вон. Один. Ну, удалось хоть заснять немножко. Ай. За 1,5 часа 2 утки видел, и вот еще 4 штуки. Что за утка я соленый? Там перевозка уже, да? Во Львов. Во Львов. Или там котка. Иномарка я котка. Ну. Вон обратно полетели на. Зукьяс. Широконосский. Блядь. Как же он. И промазал, блин, хотел заснять. Широконосский 4 штуки.
Иди, беги за ружьем, догоняй. Хули ты стоишь? Нахуй догонять. Пусть летят. Пусть летят, блядь. Просто что ли 650 платишь на? Ебать нахуй. Надо наверстать эту путевку. 650, потом патроны 5000 и страхишь на. Сколько сейчас? 23 патроны. 19 мы вышли. 19. Куда ты? Айда, мон, иди переплюй лодку. Хорошо. Аскла удон жирыся. Завтра на охоту. Или сегодня вечером. Сегодня на вода прибывает. И Лада, вот. вот позавчера вот мы волы. Este не выливает. Была лада. О, бухнули этих 4. Пиздец. Завалили. Пиздец. Были откуда улетели на свою беду. Там понятно, должны застрелять. Аски, я не буду рассказать. Я здесь тут кусить. Когда? А ты на джуля пужит, кона? Областям нужно? А эти аккорд пужит Василен Гашка. Я. Да. Опа. Лодку трогать не будем, наверное. Пока пусть так лежит. Прикреплено все. Встает солнце, выглядывает уже солнце. Сегодня 1 мая 2017 год. Хорошая погода, немножко идет лед, поснимали. А на сегодня все. Всем пока. До новых встреч.